Несколько дней назад политолог Евгений Вологин разослал всем парламентариям Госсовета Республики просьбу отчитаться о проделанной работе в рамках проекта «Честно.онлайн», который предложил ввести в Коми еще в период предвыборной кампании на пост главы. А все для того, чтобы избиратель мог контролировать деятельность депутатов всех уровней. Первой на просьбу куратора проекта откликнулась Светлана Литвина. Правда, отчитываться на сайте она не стала, рассказала о работе во время встречи с ветеранами Эжвинского района Сыктывкара. Любовь Лапина тоже побывала там. Светлана Литвина вспоминает, в свое время она пошла в депутаты с одной лишь целью – укрепить престиж социальной работы. Хотелось не просто добиться повышения заработной платы, но и расширить меры социальной поддержки. За 2 года многое удалось сделать. Зарплата социальных служащих подросла, были созданы стандарты социальной защиты, а многодетные нуждающиеся мамы получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Сумму немалую – 10,5 тысяч рублей. Помимо, собственно, парламентской работы, Светлана Литвина все это время активно работала и по партийной линии. При ее участии в Коми сейчас реализуются 2 проекта с говорящими названиями «России важен каждый ребенок» и «Старшее поколение». В этом направлении проводили мониторинг удовлетворенности качеством обслуживания. И хочется приятно сказать, что практически 85% удовлетворены качеством социальных услуг. Но, конечно, многие отмечают, что должны быть бесплатные социальные услуги или какой-то определенный перечень социальных услуг. Ну, вот над этим у нас как раз есть еще время поработать. Отчитываясь, Светлана Литвина несколько раз замечала, сделано действительно немало, но сегодня еще есть над чем работать. К примеру, есть проблемы с выдачей земельных участков многодетным семьям. До сих пор землю под застройку выдавали неподготовленную, без подъездных дорог и электроснабжения. Подход нужно менять. И сейчас правительство республики как раз разрабатывает меры по созданию должной инфраструктуры. После краткого, но довольно емкого по содержанию отчета Литвина предоставила слово избирателям. Те, это видно, подготовились. Часть вопросов Светлана Литвина тут же взяла под личный контроль. Между делом одна из пенсионерок вспомнила свое самое первое обращение к парламентарию. На самом деле помню хорошо этот случай, потому что иногда даже, никогда я не говорила особо о нем, потому что думаю, наверное, он не такой значительный. Пришла женщина, обратилась, чуть ли не со слезами на глазах, и сказала: если вы не поможете, то тогда никто не поможет. Ну, какая проблема? Вы знаете, сегодня ночью будет минус 20. Что я могу помочь? В нашей поликлинике собака в подвале родила щенков. Сегодня будет так холодно, что они все замерзнут. После Светлана Литвина с подругами 2 суток выманивала на свет собачье семейство. Спасательная операция прошла успешно. Понятное дело, что каждый депутат может сказать о многих заслугах, допустим, отремонтировали то, помогли это. Но, честно говоря, меня поразило 2 вещи. Вот так, как она поступила с собаками. Вы понимаете, 2 дня, а я сам, между прочим, знаю, что это такое, я бездомного щенка приютил, знаю, насколько это трепетно. Это во-первых. А во-вторых, то, как вы к ней относитесь. Вот уважаемый ветеран, согласитесь, что это не поддельное. Это не поддельное, да. Уже после окончания встречи политолог признался, когда несколько дней назад в рамках проекта «Честно.онлайн» он предложил депутатам отчитаться о проделанной работе, даже подумать не мог, что станет свидетелем такого отчета, причем перед самой щепетильной категорией избирателей – ветеранами. Я думаю, Светлана Евгеньевна даст хороший пример. И дело в том, что некоторые депутаты, особенно из так называемых оппозиционных партий, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», сказали, дескать, что они отчетом обязаны только перед своими партийными органами. Я считаю, это совершенно ни к чему, потому что не ради партии, ради людей они работали все-таки. И я могу лишь добавить, что, очевидно, подобная форма работы, подобная форма открытости, степень открытости, мне кажется, это существенный шаг на пути переизбрания, если, конечно, Светлана Евгеньевна сочтет возможным для себя выдвинуться еще раз. Евгений Вологин призвал всех подотчетных такой же открытости, пример которой наблюдал в Эжве. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.